В Ингушетии в конце августа состоится открытие нового инфекционного отделения детской республиканской клинической больницы. Об этом сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Современный корпус на 60 коек уже практически готов к приему пациентов. Сейчас завершается монтаж медицинского оборудования. По словам Калиматова, решение о строительстве было принято в разгар пандемии коронавируса. Работы начались в июне 2021 года. Общая стоимость контракта составила более 719 миллионов рублей. С 8 по 10 августа в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, сообщает МЧС по региону. В горных районах возможен сход селей малого объема. В МЧС призвали жителей и гостей республики быть осторожными, особенно вблизи рек, где ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы. Каникулы можно будет взять раз в 5 лет сроком на 6 месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Принятие закона не ограничивает право банков предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам, пояснили в Центробанке. Там уточнили, что отсрочкой платежей в том числе разрешат пользоваться предпринимателям, которые получили кредиты по программам льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Российские специалисты разработали комплексный тест, который позволяет обнаружить сразу 5 опасных инфекций – чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и тулеремию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья». Новый тест обнаруживает возбудитель какой-либо из этих болезней в течение часа. Он отличается высокой точностью и может выявлять даже минимальное количество микробных клеток. Закон о государственном регулировании приема вуза на платной основе вступит в силу с 1 сентября в России. Согласно закону, Кабмин наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов, направлений подготовки и специальности высшего образования. Всего в стране 749 головных вузов и 540 филиалов, из них треть – коммерческие вузы. Как отметили в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию, к концу этого года будет готово постановление правительства, где будут четко прописаны критерии, какие вузы будут претендовать на максимальное количество мест платного приема. Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупредила МВД. К такому письму прикреплен файл, похожий на официальное постановление. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или еще какие-либо персональные данные. Кроме того, там есть кнопка «Оплатить сейчас», которая ведет на сторонний сайт. Если пользователь перейдет по ссылке, то он попадет на фальшивый сайт, маскирующийся под государственные или банковские сервисы. Там у пользователя запрашивают номер банковской карты, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС. В МВД напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, например, госуслуги.